Здравствуйте! В эфире программа «Фрагменты нашей истории». В этом выпуске мы поговорим об основателе ингушской государственности, первом руководителе Ингушской автономной области Идрисе Зязикове. Гость нашей программы – доктор исторических наук, заместитель директора Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева Зейнаб Дзарахова. Зейнаб, здравствуйте! Здравствуйте! Конечно, личность Идриса Зязикова известна каждому человеку, который так или иначе обращался к истории нашего народа, но вы, насколько известно, основательно обращались к этой теме. Вот как раз-таки об этом вашем исследовании хотелось бы поговорить, когда вы приступили к изучению этой темы, период, в течение которого вы изучали эту тему, и вот сколько времени вам потребовалось, также архивы, фонды, с которыми вам удалось поработать, и в результате, что удалось выявить, какие, может быть, документы, новые факты. Вот об этом хотелось бы поговорить. Спасибо. Идрис Бейсултанович Зязиков является личностью очень значимой для нашего народа. Это общественно-политический образ, это государственный деятель, человек, который буквально всего себя отдал во благо своего народа. То есть все его помыслы, все дела и жизнь его была посвящена тому, чтобы было хорошо именно этому народу, чтобы было развитие во всех областях. Но и с именем Идриса я знакома с детства. В 20-30-х годах в команде Идриса Зязикова работал мой дед, он же на разных должностях председателя областного суда Ибрагим Калоев. И от близких людей я слышала об Идрисе «Камон кошт барыз уалыш». И это у меня осталось в сознании. И уже когда я заканчивала исторический факультет Северо-Осетинского государственного университета, тема дипломная у меня была по гражданской войне по 20-30 годам. Как раз-таки, чтобы вот копнуть глубже, изучить, понять. Но материала было не так много. Приходилось выезжать и в Грозный, чтобы поработать в архивах, и в Северной Осетии. Но опять же, я говорю, что не так много можно было узнать в те годы об Идрисе Зязикове. И уже в последующие годы только появляются материалы. Они появляются уже в 80-х годах, в 90-х. Это и воспоминания сестры, это и работа Чехкиева Саида «Верой и правдой». Это и работы исследователя Ерещенко «Гордость народа». И я с огромным уважением и благодарностью говорю об исследованиях, которые проводил и проводит до сих пор Абдул-Азиз Яндиев. Это книги, монографии «Жизнь, отданная народу», «Владикавказ», «Неизвестные страницы города». Они стояли у истоков, яркий пример служения народу. То есть мы видим здесь огромный объем информации, материалов. Конечно, вот то, что вот у меня вот собиралось, оно перекликается где-то. И в целом образ Идриса нам открывает еще раз то время, ту эпоху, когда создавалась ингушская государственность. И что во главу угла ставили те, кто стояли рядом с ним и вокруг него. 31 января мы отмечаем 130-летие со дня рождения этого видного общественно-политического деятеля, государственного деятеля, человека, который глубоко любил свой народ. И это видно по всем его жизненным ступеням. Зейнаб, вот ваше исследование, да, вы перечислили работы, авторитетные такие, первые такие фундаментальные, основательные работы, да, когда как раз-таки, как вы отметили, период 80-х, 90-х, это период перестройки, затем смены власти, когда уже можно было говорить о вот этих вещах, когда уже стали подниматься вот эти темы, да. И вы отметили как раз-таки вот эти работы, которые, в общем-то, уже вот первые работы о нем, о его жизни, о его судьбе. Вы, как исследователи, вот уже сами что конкретно выявили, с какими фондами поработали и что для себя нового узнали уже в дополнение к этим работам, да? Да, я немного поработала и в архиве Северной Осетии, и в архиве Чечено-Ингушского тогда архива. Но вот как этнограф я еще часто работаю с
семейными архивами, с источниками, которые нам несут порой не меньше информации, чем несут архивы. И эти материалы, они как-то накапливались, и какие-то вот уже собрались. Вы для себя, вот как исследователь, что нового узнали вот из собранного материала? Для себя я подчеркнула информацию о том, как формировался Идрис, в какой семье он воспитывался, какие приоритеты были перед ним. И меня Идрис Зязиков интересовал прежде всего вот как личность, которая стоял у истоков и как бы задал тон преемственности ингушской государственности и возрождению вот, в 90-х годах. То есть вот то, что было заложено им, оно как бы способствовало тому, что эта идея сама сохранялась, идея государственности именно. И мы, когда снова вернулись к республике, то Идрис Зязиков оставался и остается для нас символом государственности. Вот именно с этой точки зрения. Насколько грамотно он определял приоритеты, ну, буквально во всех областях. Вот какое бы направление мы ни взяли. Будь то правопорядок в Ингушской автономной области, будь то экономика, культура. Ну, в общем, во всех областях и везде он был, ну, просто самым таким ярким руководителем. Любой характер в значительной степени определяется обстановкой, в которой растет человек, семья как раз-таки, место его рождения. Вот об этом хотелось бы сказать. Да, вы правильно сказали. Он родился в семье Бейсултана Зязикова. Бейсултан Зязиков был очень грамотным, образованным. Он учился и в Хужари, в селении Базоркино, затем окончил Владикавказское реальное училище и вернулся к себе в селение Барсуки и преподавал. А в те годы, как мы знаем, в годы становления образования, открытия первых школ, той же Назарановской горской школы, были в основном приезжие учителя. И он в числе первых из националов стал учителем. Он отдал 40 лет преподавательской деятельности. Его в селе называли Кягат Мохтхошсак. Он был очень таким интеллигентным, он старался оказаться рядом с теми, кому нужна его там помощь, поддержка. Он любил читать, он любил классическую музыку. И вот в этой атмосфере воспитываются его дети. И уже вот к началу 20 века, когда сложно было в целом в стране, когда учителя начали уезжать после первых революционных событий, Бейсултан Зязиков вкладывает все свои силы в сохранение образования, преподает. И так получалось, что нужно было подтягивать силы из национальной среды, чтобы школы продолжали работать. То есть он всецело себя отдавал этой работе. И, конечно, вот в этой среде воспитываются дети, воспитывается Идрис, который также страстно желает учиться. Все то, что он видит, и книги, которые его окружают, тоже формируют его как личность. И со временем он приходит к тому, что сформировался как человек, который хотел бы вот изменить в жизни народа все, что его окружало, чтобы легче было народу. И это он увидел в новой советской власти, защитником которой и интересы которого он принял всей душой. Зайнаб, вот поэтапно, если говорить, ну, первое учебное заведение Идриса Зязикова – это Назрановская горская школа, первая светская школа Ингушетии, где преподавал его отец. А дальше, поэтапно, в каких других учебных заведениях дальше вот он уже продолжал обучение? Вот об этом хотелось бы поговорить. Да, Идрис Зязиков окончил Назрановскую горскую школу. После окончания которой он учился во Владикавказе, в реальном училище. Годы учебы во Владикавказе свели его со многими друзьями и людьми, с которыми потом в жизни они общались и вместе бок о бок шли. И он оканчивает Владикавказское реальное училище, расширяется круг его знакомых, и возвращается он к себе в селение, работает в Назрановской горской школе год один, и потом уже выезжает в столицу и поступает в сельскохозяйственный институт. И вот здесь происходит его дальнейшее такое формирование. Он общается с выходцами из юга России, он общается со многими ровесниками Центральной России, и студенты, как наиболее такая активная часть общества, начинают приобщаться к революционным идеям, к тому, что жизнь можно изменить к лучшему, и он верит в эти идеи. Он, формируясь как личность, посещает библиотеки, читает марксистскую литературу,
слушает многих лекторов, сам иногда вот пробует тоже вот вступать в дискуссии, и из него формируется личность вот, со своими взглядами, убеждениями. Он сам по природе очень красивый, статный, с благородными манерами, умел привлечь к себе внимание и всегда оказывался в центре. И умел говорить очень мягко и убедительно. То есть в нем формировалась личность, которая, несмотря на свои молодые годы, но уже заявляла о себе как о будущем, ну, вот, ярком таком деятеле. Зайнаб, мы знаем, что ему не удалось окончить образование в сельскохозяйственном институте там, в Москве, потому что начались как раз революционные события, и он вернулся на родину. Вот это возвращение на родину, его участие, роль в этих революционных событиях, вообще в общественно-политических процессах, об этом хотелось поговорить. Вот как? Как происходило? Да, как все это происходило, да. Да, вы правильно сказали. Он учился на 3-м курсе, когда произошла Великая Октябрьская социалистическая революция. Он вместе со своим земляком Хаджибекаром Ахриевым, это выпускник Строгановского училища, они вместе принимают участие в революции. И уже вот в эти годы, когда шаткое все-таки было положение в стране и в центре, студенты некоторые начинают уезжать, кто-то из глубоких убеждений, что нужно быть рядом с народом, кто-то, потому что ситуация неопределенная. Он тоже возвращается к себе на родину, и в числе первых он оказывается и в Народном совете в качестве инструктора по организации органов советской власти в Ингушетии. Нужно отметить, что важную роль в установлении советской власти в Ингушетии имели первый и второй съезды народов Терека, которые проходили в 1918 году. Идрис сам по духу был очень таким мужественным, сдержанным, но вот в самых таких критических событиях и ситуациях он не любил где-то оставаться, он бывал в числе первых. Он же принимает участие в подавлении антисоветского мятежа во Владикавказе, в ликвидации бичараховских банд. Он был очень близко знаком с Сергеем Мироновичем Кировым, Серго Орджоникидзе, и самые такие сложные, тяжелые поручения по ситуации во время гражданской войны он выполнял и никогда не страховался, никогда не уходил от тяжелых каких-то событий. В 1919 году в селении Базоркино был создан съезд ингушского народа, на котором был определен комитет обороны для ведения боевых действий против Деникинской армии. И мы знаем, что эти сражения привели к большим потерям в Ингушетии. Во время наступления войск Деникина Идрис вместе с Серго Орджоникидзе, продолжая руководить всей этой ситуацией, все-таки на некоторое время уходит на нелегальное положение. Они уходят в Алкун, в Мужичи, штаб находится некоторое время в селении Датых, и все время на эти сложные поручения выходит Идрис, и никогда он не уходит как бы в сторону от происходящего. Зайнаб, установление советской власти, образование Горской республики, вообще этот период существования Горской республики, мы знаем, что в это время Идрис Зязиков занимает ключевые ответственные посты. Вот как раз-таки об этих должностях, о его работе в этот период хотелось бы поговорить. Да, вы знаете, говорить об Идрисе Зязикове можно просто перечислением тех высоких должностей, которые он занимал. То есть масштаб личности этого человека говорят его должности. Он был членом Комитета обороны Ингушетии. Он был инструктором, организатором Горской республики. Когда формировалась Горская социалистическая республика в январе 1921 года, он был избран уже на первой же встрече заместителем председателя Горской республики. Он был членом Ревкома Ингушетии. Он был народным комиссаром земледелия, народным комиссаром внутренних дел Горской республики, секретарем Владикавказского бюро Юго-Восточного крайкома, членом ВЦИК, а затем и ЦИК Союза СССР. Он был членом Совета национальности Союза СССР, депутатом многих съездов, которые проходили в Центральной России, и на съездах, где были представлены как Владимир Ильич Ленин, Калинин, Орджоникидзе, Сергей Миронович Киров, представлен и Идрис Зязиков. То есть это была личность не только вот нашего
региона, района, не только юга России, но и в центральной части, его уважали, с ним считались, с его мнением считались. И говоря о Горской республике, нужно отметить ту огромную роль, которую он тоже выполнял и в руководящих органах Горской республикой. В нем видели яркого интернационалиста, человека, который знает тонкости как характера, образа жизни многих народов, так и человека, который был таким политически очень грамотным и в любых каких-то спорных ситуациях приглашали Идриса Зязикова, чтобы он разрешал эти вопросы. Вообще, создание Горской республики было первым шагом на пути национально-государственного строительства на Северном Кавказе. Это был некий такой переходный этап к созданию отдельных автономий. Ингушская автономная область, да, ее образование, учитывая, что в Горской республике уже Идрис Зязиков занимал ключевые руководящие посты, понятно, что для руководства страны уже не стоял вопрос, кто возглавит Ингушскую автономную область, и, в общем-то, его назначение руководителем, оно вполне понятно, ожидаемо было, да. Вот его работа на посту руководителя, команда, которая вокруг него образовалась, проекты, направления, вот, которые основные были запущены. Вот об этом хотелось бы поговорить. О периоде его руководства Ингушской автономной области. 7 июля 1924 года была образована Ингушская автономная область. И, конечно, руководителем был определен Идрис Бейсултанович Зязиков. Конечно, несколько месяцев еще шел вопрос по разделению имущества Горской республики. Это было непросто, но вот рядом с Идрисом были соратники, и Али Горчханов, и Налук Мальсагов, и Юсуп Албагачиев, ну и другие. Он умел собирать команду, и эта команда вместе строила свою новую действительность. И, конечно, для того, чтобы Ингушская автономная область окрепла, нужно было брать во внимание, но буквально все. И правопорядок в республике, и развитие экономики, развитие культуры, образования. Конечно, досталось наследство очень тяжелое. После разрухи гражданской войны, после того, как была развалена и экономика, и многие взаимосвязи, нужно было все это формировать. А в пепелищах лежали селения Икажева, Сурхахи, Кантышева, Базоркина, но и другие. И в этой ситуации нужно было подниматься и бороться с преступностью тоже. А мы знаем, что в 20-х, 30-х годах на юге России, да и в стране, я бы сказала, в целом, шла активная борьба и с бандитизмом. Она была так активно развита. И в числе первых вопросов был как раз-таки вопрос по борьбе с преступностью. И здесь я, вот, обращаясь к воспоминаниям Абдулгамида Тангиева, вот, хотела бы вспомнить из материалов то время, когда они предпринимают все меры, чтобы подтянуть, чтобы убедить и обречество, и обреков оставить то ремесло, вернуться к мирной жизни. Нужно было убедить и центральную власть, что необходимо просто привлечь людей и попросить их заставить сложить оружие. Конечно, Идрис Зязиков беспокоился за тех, кто случайно оказался вот в этих отрядах, совершенно случайно. Но для того, чтобы они поверили, нужно было предпринимать меры. И вот когда отмечали празднично создание ингушской автономии в селении Базоркино, как раз-таки такой клич был бросен, и они пришли и стали складывать оружие. И даже здесь, несмотря на то, что он принимал участие в убеждении их, что пора прекращать, обращаясь к ним, Идрис сказал: «Да, вы наделали очень много тяжелого, большой урон нанесли, и сегодня, чтобы оправдать себя в глазах народа, вы должны честным трудом и честной жизнью завоевать уважение». То есть он даже вот в этих ситуациях обращался именно к ментальным особенностям, к характеру, умел поднять то звено, подняв которое он может просто повернуть людей к себе. Идриса уважали за то, что он всегда желал найти подход к личности, к ситуациям, и исходил он исключительно из национальных особенностей. И даже когда из центральной власти некоторые такие мысли были, как разоружать там, в одном регионе, в другом, в третьем,
с Идрисом советуются, как это можно сделать безболезненно, потому как Идрис сам, как руководитель, владел полностью всей ситуацией и обстановкой, и народ ингушский, он выражал свое доверие советской власти. И эти обстоятельства, все они формировались именно под его руководством. Зайнаб, мы знаем, что вот этот период правления Идриса Зязикова – это как раз такие расцветы Ингушетии в социально-экономическом плане. Вот об этом хотелось тоже поговорить. Какие проекты вообще были запущены и в направлении социально-экономического развития, чего удалось добиться? Да, вы правильно сказали. Именно в годы правления Идриса Зязикова, а он был руководителем Ингушской автономной области с 1924 года по 3 сентября 1929 года, были достигнуты значительные результаты, которые работали на перспективу. Он вместе со своими соратниками работал над социально-экономическим развитием. Да, было получено определенное количество предприятий, когда разделяли Горскую республику, но он ставит буквально ключевой задачей создание промышленных предприятий, создание и условий для развития кустарной промышленности. И здесь нужно отметить, что, охватывая всю территорию, эти предприятия создаются в разных районах Ингушской автономной области, учитывая и горную часть, где было развито лесопильное производство. То есть он всесторонне пытается охватить все. Понимая, что у нас проблема малоземелья, тем не менее он обращает внимание и на то, что нужны знания, чтобы грамотнее относиться и больше урожая получать из тех же наших территорий. И уделяет большое внимание воспитанию молодежи, образованию в самых различных направлениях. Здесь же стоит вопрос и образования, который перекликается с социально-экономическими вопросами, так как нужно готовить специалистов. Создаются как техникумы, это педагогический техникум, который стал кузницей кадров и кузницей интеллигенции на годы вперед даже. Это индустриальный техникум с учетом тех разнообразий, которые были созданы в социально-экономической области. Это и развитие знаний по железнодорожным, по дорожным направлениям. То есть все одновременно он умел охватить, вобрать и вот работать во всех направлениях. Уже в годы Ингушской автономной области надо было думать над созданием целой сети медицинских учреждений. Но создавая эту сеть медицинских учреждений, надо думать и о кадрах, которые будут работать там. Отправлять и высшие учебные заведения, воспитывать своих врачей. И здесь же большое внимание уделяется развитию и бальнеологии в здравоохранении. И снова мы возвращаемся к имени Абдулгамида Тангиева, который сумел в центре убедить и достать огромную финансовую поддержку для строительства санатория Арамхи. Который и сегодня успешно функционирует. Да, конечно. И все это работало на перспективу. А что касается Идриса, вот с благодарностью Тангиев пишет об Идрисе Зязикове, что вот любое начинание, которое несло пользу народу, Идрис готов был поддержать. И если какие-то вот вопросы возникали вокруг тех же бальнеологических объектов, как в селении Средние Очулки, так и в горах, и когда вот просто искусственно какие-то начинали претензии предъявлять к Тангиеву, а вот для чего нужно было в Очулках там развивать вот эти точки, для чего в Арамхи, тут же на защиту поднимается Идрис. То есть он, как чиновник, знал, вот, как охватить буквально все вниманием. Он никогда не допускал, чтобы незаслуженно где-то начинали мешать. И он, как чиновник, отличался и тем, что он был глубоко порядочным во всех ситуациях. Если нужно наказать человека, то он открыто мог сказать, вот где произошло нарушение, что вот так нельзя вот делать. Он был честным, и этой честностью и искренностью он вызывал глубокое уважение. Не только у соотечественников, но и у руководителей автономий Юга России и в Центральной России. Вот мы видим даже по тем проектам, Зайнаб, которые функционируют и по сегодняшний день, это, как мы уже сказали, курорт Арамхи, это наш вот Алханчурский канал, строительство которого также было при нем запущено. Это уже говорит о нем как о дальновидном
человеке, о человеке, который был способен смотреть на десятилетия вперед, о его таких качествах, да. Вы очень правильно отметили, как раз-таки строительство Алханчурского канала было поддержано именно под его руководством, при его участии. Строительство того же санатория Арамхи, всех объектов, которые создавались при нем, и тот же техникум аграрный, который имел в советские годы, ну, целое союзное такое значение. То есть то, что создавалось им, оно в перспективе было направлено на будущее. Культура и образование. Ну, отчасти об образовании вы сказали, Зейнаб. Да-да. Культура в этот период, развитие культуры. Нужно отметить развитие культуры, образования, науки в годы, когда руководил Идрис Бейсултанович Зязиков. Была развита и развивалась школьная сеть, то есть открывались школы и в селах, и высоко в горах. Конечно, это было непросто. Школы открывались порой в приспособленных зданиях, не было материальных средств, ресурсов, но однозначно была поставлена задача, что сеть школ должна быть развита и охватить как можно большее количество детей образованием. Здесь проявляли и большую заинтересованность в том, чтобы выезжали наши молодые люди и получали образование в ведущих вузах, как Юга России, так и Центральной. И наши соотечественники учились и в Ростове, и в Москве, и в Баку, и потом возвращались к нам домой, в республику, хорошими специалистами. В 1924 году был открыт педтехникум, выходцами из которого стали многие в последующем литераторы и ученые. Мы знаем, что в 1922, 23, 25, 27 годах здесь, в Горной Ингушетии, работают археолого-этнографические экспедиции, и уже из их числа приходят в научный институт некоторые. В 1926 году открывается Ингушский научно-исследовательский институт, где в числе наших земляков Османа Ахриева, Хаджибекара Ахриева работают и видные кавказоведы. Мартиросян, Вильямс, Беме, Раздорский и другие. То есть все это вот одновременно и параллельно работает под его руководством, и везде он умеет вникать в тайны, везде он оказывается рядом, и везде он как бы оказывает поддержку и в научных исследованиях, и в развитии образования, и в развитии культуры. Мы знаем, что именно вот в эти годы началось формирование первых драматических кружков, которые потом со временем переросли уже в профессиональные театры. Мы знаем, что в это время уже были профессиональные художники. В числе первых, и один из Юга России был Хаджибекар Ахри, выпускник Строгановской академии. Мы знаем, что именно Идрис Зязиков знал талантливого Газимагомеда Даурбекова, своего земляка, и они вместе с Заурбеком Мальсаговым порешили и отправили его в Москву учиться в художественной академии. То есть они умели замечать, обращать внимание и воспитывать поколение с тем, чтобы оно служило своему отечеству, своему народу. Зейнаб, мы знаем, что в сентябре 1929 года Идриса Зязикова направляют в Москву на политические курсы, освобождают от должности руководителя Ингушской автономной области. Но фактически курсы политические — это был предлог, чтобы снять его с должности. Вот к тому моменту уже напряженными стали отношения с центром, а до этого, как вы уже отметили, он пользовался исключительным авторитетом у власти центральной. И вот этот вот момент разлада, вот напряженности, да, недовольства центра, с чего это все началось, причины? Да, вы правильно отметили, 1929 год был последним для Идриса Зязикова, когда он был руководителем. Но некоторые тучи начали сгущаться над этим человеком в 1928 году, когда впервые появились некоторые такие проблемы вокруг территориальной целостности и вокруг столицы, которая являлась культурным, образовательным центром для Ингушетии. То есть город, который представлял столицу для двух регионов, вдруг поставлен был вопрос о передаче другой автономии. Конечно, и здесь Идрис Зязиков встречается со Сталиным и умеет убедить и фактами, и убежденно говорит о том, что этого делать нельзя, и вопрос был отклонен. Но
После 28 года мы видим, что появляются уже претензии к Идрису Зязикову. То всплывают одни какие-то проблемы, то где-то вот какие-то искусственные барьеры. Появляются и те, кто там оказывает содействие, там некоторые невежды вокруг образа Идриса. И он не себя отстаивает, он отстаивает до последнего дня интересы своего народа. То есть, да, вот это принципиальная его позиция. Он принципиально думал только о том, чтобы делать как лучше для своего народа. Понимая, что в 1929 году его отправляют учиться в Москву вовсе не для того, чтобы он там повышал свои знания, а просто отстраняя от автономии, он старается сделать до последних дней как можно больше, чтобы оказать помощь, поддержку своему народу, чтобы это послужило на перспективу для народа. И новому назначенцу, Черноглазу, которого он знал по его работе в Адыгее, он дает некоторые рекомендации и говорит: вы поймите, что это народ очень честный, трудолюбивый, очень много сделавший в годы гражданской войны, защищавший советскую власть, сумейте получить их доверие. То есть расположите их к себе, и они откроют вам все ульи. То есть он с любовью и глубоко говорит о своем народе и как бы передает эстафету, желая ему как бы такого доброго руководства. Но это все, конечно, не было услышано Черноглазом. И Идрис уезжает в Москву, он учится. Но вот когда здесь все-таки на месте произошло убийство Черноглаза, он сразу понял, что могут и его ввязать, и на него вину свалить. Но это фактически и послужило поводом для дальнейших репрессий в отношении него. Но фактически что послужило? Послужило то, что служило укором для продвинутой, очень умной, образованной интеллигенции 30-х годов, когда начались репрессии. А Идрис Бейсултанович Зязиков, как страстный защитник интересов своего отечества и своего народа, именно попал вот в эту струю. Первое, что предъявлялось ему без озвучки, это защита интересов народа, которая была связана со всеми вопросами, как с территориальной целостностью, так и с разносторонним развитием и укреплением. Он подсознательно понимал, потеря столичного центра может привести потом к потере и автономии. И на будущее он буквально страховал, и поэтому родил за получение образования, за то, чтобы образование молодежи стало таким прочным фундаментом на годы вперед для поддержки своего народа. Зайнаб, дальнейшие события, да, мы знаем арест Идриса Зязикова, да. Вот, здесь уже Микоян, Серго Орджоникидзе сделали все, что могли, чтобы вот этот приговор, да, изначально это смертная казнь, ходатайствовали о том, чтобы заменили приговор, смягчили. Да, в 1930 году арестовали Идриса Зязикова и пытали, и хотели, чтобы он принял на себя вину, но он был очень мужественный и сильный духом, и никогда бы не подписался. Его приговорили к расстрелу. Но участие в его судьбе Серго Орджоникидзе и Анастаса Микояна изменило эту статью, расстрел на 10 лет заключения под стражей. То есть он должен был отсидеть в тюрьме. Но его досрочно освободили в 1935 году. Ему нельзя было возвращаться к себе на родину, ему нельзя было прописаться в Москве, то есть не получалось. И он уезжает и в Туле работает просто на заводе. Но снова появляются некие обвинения, что он чуть ли не буржуазное какое-то направление поддерживает. Его арестовывают. Арестовали и Жанет Зязикову, его супругу, такую же мужественную дочь своего народа. Жанет Зязикова была дочерью офицера Российской императорской армии Ярыча Хантыгова и была не просто женой, но и соратником и верным другом своего супруга. И первый арест также была арестована и Жанета, но ее, правда, освободили, да. Затем повторные, когда уже аресты Идриса Зязикова, повторно арестовали и Жанету, его судьба, как отразилась, естественно, и на ее судьбе, да. Да, Жанет Зязикова всегда была рядом со своим супругом, очень твердо верила в его позиции и до конца жизни осталась верным спутником, верным другом Идриса Бейсултановича Зязикова.
Зейнаб, к сожалению, мы знаем, что в июле 1938 года, не выдержав пыток, Идрис Зязиков умер в тюрьме НКВД в Грозном. Да? В 1939 году дело прекратили. В 1940 году уже освобождают Жанету Зязикову за недоказанностью предъявленных обвинений. Да? Вот такая вот трагическая судьба, к сожалению. О реабилитации мы знаем, что уже по возвращении из ссылки, да, Жанета Зязикова сделала все возможное и в итоге добилась его реабилитации. Вот об этом хотелось Да, поговорить. вы правильно сказали. В тюрьме НКВД в Грозном Идрису Зязикову пришлось пережить многие испытания, пытки, но он до последней минуты он держался очень стойко, был глубоко убежден в правоте той линии и жизни, которую вели они, и погиб, не выдержав эти пытки. И уже спустя годы об этом семье рассказал тот, кто служил в тюрьме города Грозного. Но реабилитация произошла значительно позже. Это в 1956 году. Все годы и дни после смерти Идриса Жанет Зязикова добивалась реабилитации и сумела этого добиться именно после возвращения на родину в 1956 году. И снова слова благодарности и доброй памяти вызывает и Анастас Микоян, и Серго Орджоникидзе, и та связь, которая с ними оставалась и спустя многие годы. Подводя итоги, что бы вы сказали о личности Идриса Зязикова, о его вкладе в развитие Ингушетии? Идрис Зязиков был символом, и символом ингушской государственности остается до конца. Это была личность яркая, очень талантливая. Это был государственный и общественно-политический деятель, известный как в регионе, так и в стране, принимавший участие как в судьбах своего народа, так и народов Юга России. И в центральной части его голос имел вес, то есть его признавали, с ним считались, его ценили. И имя это будет оставаться у нас символом, как человека, всецело отдавшего себя служению своему народу. Зейнаб, наша программа подходит к концу. Мы благодарим вас за участие. Спасибо. Также благодарим за внимание наших зрителей. Напоминаем, что в этом выпуске мы говорили об основателе ингушской государственности, первом руководителе Ингушской автономной области Идрисе Зязикове. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго.